День, уважаемые участники сегодняшнего совещания. Сегодня я хотел бы вам озвучить доклад о Афанасии Дмитриевиче Борисове, о простом сельчанине, который на сегодняшний день по-нашему имеет большой подвиг. Простым сельским тружениками у Анны Алексеевны и Дмитрия Михайловича Борисовых 7-м сыном родился Афанасий. После него еще было в семье 8 детей. Афанасий Дмитриевич родился 28 декабря 2021 года в Малтанском наследии Западно-Ангаласского улуса. После окончания школы в октябре 1941 года Афанасий Борисов был принят на должность налогового агента. С этого времени почти вся жизнь была посвящена сфере экономики и финансов. Бухгалтер Госпфонда, налоговый бухгалтер, участковый налоговый инспектор, старший налоговый инспектор сначала Орджоникидзевского, затем Якутского райфинотдела, старший ревизор отдела налогов и сборов Министерства финансов ЯССР, заместитель начальника сводно-экономического отдела Государственного совета министров СССР по вопросам труда и заработной платы. Успешная работа Афанасия Дмитриевича стимулировала его выдвижение на высокие должности экономической области в районе и в республике. Без отрыва трудовой деятельности Афанасий Дмитриевич получает образование в 1944 году, окончил курсы налоговых инспекторов, а в 1965 году Иркутский финансово-экономический институт по специальности финансы и кредит. Афанасий Дмитриевич выступает защитником простых трудящихся, несправедливо обделенных государством. Основание этой несправедливости стало постановление о утверждении положения о льготах для лиц, работающих в крайнем севере РСФСР, принятое Всероссийской ЦИК и Советом народных комиссаров Российской Федерации 10 мая 1932 года. Данное постановление устанавливало следующие системы северных льгот. Первое. 10% надбавки к основному окладу за каждый год работы. Второе. Ежегодный удлиненный отпуск от 36 до 40 дней. Третье. Оплата проезда работнику и членам его семьи в курортные города СССР и обратно. Но пользоваться установленными настоящим положением льготами могли граждане, направленные на работу на крайний север из других местностей СССР и закончившие договор с предприятием. Рабочие из местного населения этими льготами пользоваться не могли, довольствуясь только ежемесячным основным окладом, отпуском от 12 до 24 дней. Колхозники же и вообще не имели права на государственную зарплату, отпуск, северные надбавки и выезд в центральные города страны. С целью устранить это неравноправие Афанасий Дмитриевич обращается к правительству страны. Он, начиная с 19 мая 1953 года до 31 июля 1963 года, в течение 10 лет отправлял запросы, писал письма Маленкову Георгию Максимилиановичу, председателю Совета министров, Кузину, члену коллегии Министерства финансов СССР, председателю Совета министров СССР Булганину Николаю Александровичу, секретарю СК КПСС Хрущеву Никите Сергеевичу и председателю Совета министров СССР Брежневу Леониду Ильичу. В письме Борисов Афанасий Дмитриевич подчеркивает, что неравноправие распределения льгот для трудового народа, который существует уже 12 лет, нарушает основной принцип социализма – равная оплата за равный труд. Также Борисов Афанасий Дмитриевич вносит предложение. Первое. Учитывать при начислении надбавок стаж тем работникам, которые ранее не пользовались льготами. Второе. Установить поясную ставку с отменой выплаты всех надбавок с приезжим работникам, выплачивать единовременные пособия и оплачивать проезд на родину. Анализируя письма Бориса Афанасия Дмитриевича и ответы на эти письма, можно увидеть, с каким упорством и целенаправленностью лоббировал новый закон, который восстановит равноправие между всеми трудящимися республики. По воспоминаниям Петра Афанасьевича, сына Афанасия Дмитриевича, его не раз вызывали на разговор обком КПСС,
и Министерство, и Совет министров ЕАСР и требовали прекратить писать письма. Есть одно мудрое высказывание. Нужно поддержать бурю, чтобы увидеть радугу. И этой радугой, а точнее победой самого Афанасия Дмитриевича и рядовых трудящихся стал указ Президиума Верховного Совета об упорядочении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к ним районах Крайнего Севера от 10 февраля 1960 года. В соответствии с этим указом основные льготы, а именно надбавки, первая надбавка в основном заработной плате в размере 10% по истечении первого года работы с увеличением на 10% за каждый следующий год работы. Второе. Дополнительные отпуска сверх установленных действующих законодательством ежегодные отпуска продолжительностью 18 рабочих дней. Третье. Оплата предприятиям, учреждениям или организацией стоимости проезда к месту использования отпусков и обратно один раз в 3 года. Четвертое. Доплата разницы между размером пособия по социальному страхованию и фактическим заработком, включая надбавки, в случае временной утраты трудоспособности, распространялись на всех рабочих и служащих районов Крайнего Севера и приравненных к ним. Обширная трудовая география Бориса Афанасия Дмитриевича, город Якутск, Аллаиховский, Татинский, Горный, Ажникидовский районы, где работал главным экономистом совхозов. После года трудился главным экономистом совхоза Бугуняхтарский. Долгую семейную жизнь прожил Афанасий Дмитриевич и Ирина Петровна Борисова. Они поженились в 1947 году и сумели дружно прожить вместе 47 лет и пронести через столько лет свои чувства, заботу друг о друге, делясь друг с другом радости, испытания и повседневные заботы. В семье родились и выросли 4 сыновей: Николай, Семен, Иван и Петр. С детства родители прививали сыновьям трудолюбие, честность, справедливость, нравственные ценности, каким обладали сами. Афанасий Дмитриевич прожил ровно 88 лет. И в 2009 году, в 87 году жизни, он скончался в селе Немигунсе, Хангаласской области. И он родственник республики. Он в 2021 году ему исполнилось 100 лет. И к столетнему юбилею отличника финансовой службы Афанасия Дмитриевича Борисова 17 декабря 2021 года в селе Бугуняхтах провели первую республиканскую конференцию «Борисовские чтения». Организаторами конференции выступили Бугуняхтахская средняя общеобразовательная школа имени Степана Павловича Ефремова, Общественный фонд развития Марджигарского первого наследия, Наследственная администрация муниципального образования Марджигарский первый наследие, Наследственный совет депутатов 5-го созыва, администрация Амурхан-Галасский улус, районный совет депутатов Амурхан-Галасский улус, Государственное собрание Ильтимен Республики Саха-Якутия. Конференции работали по 3 секциям: жизнь и деятельность Бориса Афанасия Дмитриевича, социально-экономические инициативы, законотворческие инициативы. Докладом из нашей школы выступили 4 педагога и 7 учащихся. Секция законотворческие инициативы Тимофеев Александр Петрович, тема «Эффективная работа представительного органа местного самоуправления, залога развития села», диплом 1-й степени. Львов Артем, 11 класс, тема «Правовое регулирование в Арктике», руководитель Одиссеева Людмила Анатольевна, диплом 1-й степени. Секция социально-экономические инициативы Голокова Татьяна Ивановна, мастер производственного обучения, тема «Создание бизнес-плана», диплом 2-й степени. Егоров Артем, Гаврилев Вася, ученики 10 класса, тема «Мобильное приложение туриста», руководитель Осипова Виктория Алексеевна, учитель английского языка, диплом 1-й степени. Потапов Виталий, 5 класс, тема «Зеленый урожай в домашних условиях», руководитель Темирова Светлана Серафимовна, педагог, библиотекарь, диплом 2-й степени. Аюшеева Саидна, 6 класс, тема «Социально-экономическое положение Якутии
В начале 20 века руководитель Аркадия Истрофьевна, учитель математики, сертификат участника. Сохранение Елена 8 класс, тема елочные игрушки в национальном стиле по технологии Кимикоми. Руководитель Егорова Виктория Николаевна, учитель технологии, участник сертификата. Корнилов Георгий, 8 класс, тема свойства конского волоса на примере табунного коневодства Маджигасского первого наследия. Руководитель Уварова Серафима Петровна, учитель русского языка, литературы, диплом 3 степени. Секция жизни, деятельность Бориса Афанасия Дмитриевича, Тересова Анна Павловна, учитель якутского языка и литературы, тема Тахтасов Хоскина, Арбалах, диплом 3 степени. И Львова Акулина Гуровна, участник питчинг сессии лауреатов конкурса «Агростартап. Обмен опытов по сельскому хозяйству». Ну, значит, в завершении своего доклада я хотел бы сказать, что после окончания школы, поддерживая Патин школа производства УЗ в 1981-1982 годах, мне удалось работать в совхозе Бугнахтарский. Я работал Афанасий Дмитриевич, был очень простой, жизнерадостный специалист центрального аппарата совхоза. Тогда мы вообще не знали, что он имел такой подвиг, который на сегодняшний день работает ради трудящихся Крайнего Севера. Но после 2009 года были подняты все документы, все подлинники от родственников. И мы сегодня обязаны довести это до каждого жителя не только нашего Хангаласского улуса и республики, а человек, который облегчит жизнь северян. Спасибо за внимание.